Мы находимся на озере Кизиной-Ам. Это настоящая жемчужина чеченских гор. Пеший поход начинается отсюда. Чтобы общую группу не задерживать, попрошу, мы сказали вот 15 минут, да, чтобы все сразу собирались, чтобы мы не затягивали. Потому что нам еще до конца дойти, там пикник, пока мы доедем, до темна, чтобы мы завершили маршрут. Попрошу всех придерживаться наших вот этих сроков. Придерживаться сроков нужно, чтобы вернуться до темна. Сразу после инструктажа команда выдвигается в путь. Первый участок самый простой, 2 километра по асфальту. Впереди Хой, древний город стражников. После реставрации в древний город стражников будто бы снова вернулась жизнь. Это уникальная возможность окунуться в старинный быт вайнахов. В экспедицию отправился и министр по туризму Чеченской Республики Муслим Байтазиев. Ничего подобного в южной части Чеченской Республики никогда не было. Это очень большое поселение, связанное с историей. Здесь прекрасные два объекта, это боевые башни. Ну и, соответственно, небольшое удаление от озера Кизиной-Ам, всего лишь 2 километра, позволяет его также сделать очень популярным, потому что, как мы знаем, сам объект географический, озеро Кизиной-Ам и прилегающая база СТК Кизиной-Ам, они очень пользуются популярностью. Источник жизни. Так называется пеший маршрут в 24 километра. Вся дорога прописана по времени и промаркирована. Полгода мы сидели по домам, а в этом году планируем как можно больше проводить такие мероприятия, пешие походы, джип-туры и так далее. Данная территория была промаркирована нашими специалистами совместно со специалистами из Москвы, это маркированные маршруты России. Поэтому и заблудиться здесь почти невозможно. После селения Хой группа спустилась в ущелье реки Ахките. Отсюда идти еще 9 километров. Обычно в день вот так вот нет такого, что ты начинаешь ходить и без остановки идешь какое-то количество километров. На 5-6 километр уже ноги расходятся, организм привыкает к темпу, дыхание как бы выстраивается. И открывается так называемое второе дыхание. Все. Дальше ты уже смотришь, думаешь, куда бы мне еще забраться. Путь пролегает по скалистой дороге вдоль обрыва. Для тех, кто здесь впервые, такой маршрут стал настоящим испытанием. Но и новичкам удалось перебороть все свои страхи. Через каждые 2 километра привал. Мы очень любим горы, эти плюшевые горы, вот эти нам очень нравятся. Мы обожаем Кизиной-Ам, и вот это первое наше путешествие, мы просто в восторге от этого. Мы второй раз в Кизиной, но поход мы еще не ходили никуда, и по горам вообще вот так вот не ходили. Очень интересно, с погодой нам повезло. В таком полномасштабно организованном походе я участвую первый раз, и то, как это было организовано, то место, где мы посещали, и мы сейчас где-то находимся в середине пути, и мне уже все радует, все я вижу в первый раз, и я раньше даже и не подразумевал, что вот у нас есть такие красоты, и каждый уважающий себя чеченец должен посетить эти места. Собрать всех этих людей здесь – это большое событие для нас. И спасибо, что эта возможность для нас дана. И хочется сказать, чтобы наши молодые ребята, они еще участвовали в таких мероприятиях. Они очень важны, они сплочают, они показывают, насколько наша Чечня красивая. Последним этапом стало восхождение на гору Макажой высотой более 1,5 километра. Но и с этим препятствием вся группа справилась. Отсюда, словно награды за проделанный путь, открывается потрясающий пейзаж, а еще вкусный обед под открытым небом. Абдулла Батаев, Имран Абазаев и Салман Усманов. Неделя.